Ровно четверть века назад наша республика получила статус независимой страны. Обретение суверенитета оказалось для нас историческим событием, которое подразумевало большую ответственность. За эти годы бизнес-сообщество Кыргызстана предприняло попытки поднять сферу предпринимательства. Новые рынки, новые технологии внедрялись благодаря нашим предпринимателям. За четверть века кыргызстанский бизнес прошел извилистый путь и встал на путь развития. За 25 лет наш бизнес пережил достаточно много этапов развития, взросления, потому что мы, скажем, начав с дикого предпринимательства, сегодня уже достаточно имеем хороший развитый бизнес, скажем, уровень. На сегодня во всем мире корпоративные союзы являются одной из наиболее эффективных форм влияния предпринимателей на экономическую политику государства. Не случайно в Германии насчитывается более 1000 предпринимательских объединений. Правда, и удельный вес малых и средних предприятий в объеме ВВП в Германии гораздо больше, чем в Кыргызстане. В Кыргызстане на сегодня насчитывается порядка 70 объединений, продвигающих интересы бизнес-сообщества. Одним из самых крупных является Национальный альянс бизнес-ассоциаций. Он был создан 13 ноября 2007 года в ходе первого общенационального форума бизнес-ассоциаций как неформальное объединение самостоятельных юридических лиц бизнес-ассоциаций Кыргызской Республики. Сегодня НАБА является самым крупным представителем бизнес-сообщества страны, объединяя 65 отраслевых бизнес-ассоциаций, которые представляют разные секторы экономики во всех регионах страны. На долю НАБА приходятся такие ключевые секторы экономики, как торговля, энергетика, финансовые услуги, сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт и связь, риэлторские услуги и другие. НАБА является самым крупным объединением работодателей, создающим свыше 500 тысяч рабочих мест в республике. Соответственно, НАБА является самым крупным объединением налогоплательщиков республики. И за эти 25 лет независимости мы прошли тернистый и извилистый путь развития, а вклад бизнес-ассоциации в становление рыночной экономики, основанной на здоровой конкуренции, существенный и требует поддержки со стороны государства. Одним из основных бизнес-партнеров Кыргызстана является Турецкая Республика. Бахри Ясооренли, член правления КТИАТ, рассказал нам о сотрудничестве между двумя странами. 1996 yılından bu yana Наша организация КТИАТ ведет деятельность с 1996 года. Учитывая тот факт, что мы с одной стороны находимся в Кыргызстане, с другой в Турции, это в своем роде мост между Кыргызстаном и Турцией. В Кыргызстане ведут свою деятельность около 100 турецких бизнесменов. Мы этим бизнесменам помогаем и стараемся решить различные проблемы, связанные с государственными структурами. içindeki ayağını ifade etmeye çalışırsak, Постсоветский период проходил в Кыргызской Республике под знаком динамичных изменений. Обретя независимость, Кыргызстан в конце 1991 начале 1992 года, как и все остальные страны СНГ, приступил к переходу к демократической системе государственного управления и проведению радикальных экономических реформ. Для преодоления системного кризиса были предприняты решительные действия по созданию основ рыночной экономики, что позволило сформировать частный сектор, первичную рыночную инфраструктуру, ввести первыми среди стран СНГ национальную валюту и проводить независимую денежно-кредитную политику, остановить гиперинфляцию. На одном из последних заседаний правительства Кыргызской Республики премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил, что ключевой задачей для правительства в среднесрочной перспективе будет наращивание объема инвестиций в производственную инфраструктуру, в числе которых агропромышленный комплекс, энергетика и транспортная инфраструктура. Он отметил, что финансирование этих направлений является приоритетным, а использование внешней помощи должно быть максимально эффективным. Единственный сектор, который созидает, несмотря ни на какие препятствия, и который работает не благодаря, а вопреки. Он создает рабочие места, платит налоги и приносит нашей стране развитие. На сегодня перед предпринимательским сообществом республики стоят такие задачи, как консолидация бизнес-сообщества, выражение воли предпринимательства страны, эффективное участие в экономических реформах, установление партнерских отношений с властью, разработка и реализация в партнерстве с правительством различных стратегий, влияющих на деловой и инвестиционный климат.
повышение конкурентоспособности экономики, выработка и реализация эффективных принципов управления экономикой, установление партнерских отношений с представителями бизнес-сообщества, оказание всесторонней поддержки членам Альянса для повышения потенциала каждого участника. Ну, я считаю, что за 25 лет сделано немало нашим бизнесом. Есть свои достижения. Вот. У Кыргызстана очень хорошие возможности по очень многим отраслям экономики. Вот. За 25 лет компании прошли определенный путь развития. У нашей компании была своя эволюция развития. Очень многие компании стали брендами. На сегодня миссией бизнес-сообществ Кыргызстана является способствование экономическому росту, повышению конкурентоспособности и процветанию Кыргызстана на региональном и международном уровне через создание благоприятного делового и инвестиционного климата. Можно сказать, что бизнес-ассоциации в нашей республике нацелены на создание консолидированной, представительной и влиятельной сети бизнес-ассоциаций для достижения поставленной миссии.